Ингушская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня третий день. Ингушетия заключает новые договоры. Подписано соглашение о сотрудничестве с Президентским фондом культурных инициатив. Документ о взаимодействии в сфере культуры, искусства и креативных индустрий подписали глава республики Махмуд Аликалиматов и гендиректор фонда Роман Карманов. Стороны договорились о совместной работе по популяризации духовно-нравственных и патриотических ценностей, а также по развитию творческих направлений. Сотрудничество будет включать развитие театрального, музыкального и изобразительного искусства, литературы и кинематографии. Особое внимание будет уделено библиотечному и музейному делу, сохранению объектов культурного наследия, продвижению народных промыслов и традиционных ремесел. Открыть проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в регионе планируется на базе центра «Мой бизнес». Количество безработных в Ингушетии сократилось на 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Махмуд Аликалиматов. Это произошло благодаря реализации крупных инвестпроектов и мероприятий по трудоустройству жителей. В частности, реанимация простаивающих предприятий позволила с сентября 2024 года по май 2025 с 27 тысяч безработных снизить их количество до 16,5 тысяч. Ингушетия входит в тройку лучших регионов России по числу самозанятых, созданных рабочих мест и малых предприятий, демонстрируя рост от 11 до 20%. С начала текущего года «Газпром» Межрегионгаз Назрань направил должникам более 14 тысяч уведомлений. В компании отметили, что в уведомлении указана сумма долга и срок, в течение которого необходимо произвести оплату, чтобы избежать отключения. Сообщается также, что 92 абонента, проигнорировавшие счета, уже отключены от газоснабжения. Их общий долг – 25 миллионов рублей. Оплатить газ можно в личном кабинете на сайте компании, в приложении «Мой газ», платежных терминалах и отделениях банков-партнеров. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году будет выше 27 тысяч. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котюков. Повышение затронет около 4 миллионов 600 тысяч россиян, уточнил министр. Он добавил, что сейчас готовятся соответствующие проектные документы. Величину МРОТ зафиксируют в рамках разработки закона о бюджете и всего бюджетного пакета. С 1 января текущего года МРОТ в России составляет 22 440 рублей. С 25 июня 2025 по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент, направленный на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов реализации жизненных ситуаций. В рамках пилотного эксперимента планируется сократить сроки предоставления услуг и количество необходимых предъявляемых документов, расширить перечень услуг, оказываемых без личного присутствия граждан, и увеличить долю массовых социально значимых услуг в электронной форме, в том числе предоставляемых в проактивном режиме. Эксперимент пройдет в рамках реализации инициативы социально-экономического развития «Государство для людей». Минпросвещение с 1 сентября текущего года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель министерства Сергей Кравцов. По его мнению, они пойдут на пользу и учителям, и учащимся. Приказ с изменениями согласовали с Роспотребнадзором, и в нем учтено все необходимое для того, чтобы всем участникам учебного процесса стало комфортнее. Нагрузка на педагогов тоже будет нормированной, так как норма синхронизирована с Трудовым кодексом, отметил Кравцов.